Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов, у микрофона Любовь Петрова. Трио «Забавушка» детской школы искусств номер 2 города Якутска стали лауреатами 8-го всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах «Жемчужина Кубани» в городе Краснодаре. И сегодня у нас в студии трио «Забавушка». Это Диана Кутукова, Самана Махарова, Саяна Винокурова. Здравствуйте. И руководитель ансамбля, отличник культуры Республики Саха-Якутия, преподаватель по классу домры, заведующий отделением народных инструментов Екатерина Сергеевна Попова. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. А также у нас сегодня папа Саяны Николай Николаевич Винокуров. Здравствуйте, Николай Николаевич. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 3200 66, 3211 66. Во время прямого эфира вы можете присоединиться к нашему разговору и задавать интересующие вопросы гостям нашей студии. Вот, Екатерина Сергеевна, конечно, с вас начнем, да? Вот расскажите об этом конкурсе, как вы к нему готовились, как вы туда попали на этот конкурс, как выступали, волновались? Добрый день, уважаемые слушатели и телезрители, да. Этот конкурс, значит, об этом конкурсе мы узнали в январе месяце. Об этом конкурсе нам рассказал наш коллега Стручков Николай Дмитриевич. Он съездил в город Краснодар к своим однокурсникам и узнал, что проводится вот такой вот всероссийский, очень масштабный конкурс «Жемчужина Кубани» в городе Краснодар. И, конечно же, нам сразу понравилось, что вот можно было бы съездить, показать девочек. До этого девочки принимали участие на многих мастер-классах. И нам сказали, что девочки могли бы съездить уже в другие города и показать себя, как они играют, как они выступают. Вот поэтому мы начали уже готовиться, подали заявку. Готовились мы очень интенсивно. В те дни как раз стояли актированные дни, холодные дни, да. И, конечно, учащиеся учились тогда дистанционно. Но вот благодаря нашим родителям детей возили, да, приезжали, специально занимались. И таким образом занимались мы каждый день, да, девочки, очень интенсивно занимались. Потому что, во-первых, это другой город, другой уровень, это всероссийский уровень. В этом конкурсе принимали очень многие города России, из многих городов России, детские школы искусств, значит, музыкальные колледжи и высшие учебные заведения. Вот. В этом конкурсе приняло участие более 400 участников. Обычно, оказывается, этот конкурс проводили один год для струнников, а второй вот для клавишников, для баянистов и аккордеонистов. Но вот в этом году именно провели вот для всех. То есть там были и аккордеонисты, и баянисты, и домристы, гитаристы, балалайшники, все вот народные инструменты. Ну вот ваше трио когда было организовано? Расскажите об этом вашем трио. Наше трио организовано, вот им годик всего исполнился. Именно вот 22 февраля в 2022 году мы решили организовать трио из девочек. Вот Диана, Самана и Саяна. Сначала это был, конечно, дуэт. Да, в декабре месяце дуэт Диана Кутукова и Самана Махарова выступили на республиканском конкурсе, который проводит ДШИ Силабит в гостях, называется «Созвездие ансамблей», и заняли там первое место. Затем вот к нам присоединилась Саяна Винокурова, и у нас вот создалось такое трио, и мы приняли участие на многих-многих конкурсах, на городских, на республиканских, и непосредственно мы готовились к международному конкурсу «Розовая чайка», который проходил в июне 2022 года. А какой вот репертуар у вас? Домра – это народный инструмент? Значит... Домра, да, это русский народный инструмент. У нас репертуар очень разнообразный. Мы играем и народные пьесы, и якутские переложения у нас есть, якутских авторов, и композиторов, и мелодистов. Также играем, конечно, и зарубежные, и современные. И классические. Не ограничиваетесь, да, только народной музыкой? Не ограничиваемся. Да. Ну, может, давайте девочки сыграют, да, вначале?
Да, девочки сейчас для вас сыграют. Обычно мы играем с концертмейстером, но сегодня, к сожалению, концертмейстер у нас не смог подойти, потому что у нее концерт в 17 часов, юбилейный концерт Владимира Петровича Индигирского. Да. У Владимира Петровича, кстати, юбилей. Да. Мы тоже поздравляем Владимира Петровича с юбилеем. Это Владимир Петрович Индигирский, наш коллега. Да. Так, девочки исполнят Юрий Чуровский «Элегия». Спасибо. Хотелось бы сказать пару слов о нашем концертмейстере. У нас очень хороший концертмейстер, очень деятельный, это энтузиаст, отличник культуры Республики Саха-Якутия Шипилова Татьяна Николаевна. Вот она делает очень многие обработки для ансамбля, потому что с репертуаром у нас, конечно же, очень сложно, так как, бывает, что обычно ансамбли — это у нас дуэты, либо большие ансамбли, да, какие-то инструментальные. А у нас вот именно трио, и нужно разлаживать всегда голоса на 3 голоса. И вот именно якутские обработки мы все делаем сами для девочек. Вот. Ну, очень сложное же, да, исполнили произведение для девочек. Это 3 класс? Да, девочки в 3 классе обучаются, да. Им по 10 лет, вот Диане 12 лет, Самане и Саяне по 10 лет. Давайте предоставим слово девочкам. Девочки, расскажите, вот поделитесь своими впечатлениями о этом конкурсе. Волновались? Нет. Да. Ну, вначале волновались, да? Они услышали, какой уровень. Как раз конкурс проходил в нескольких залах. Он проходил в 5 залах разных, потому что детей было очень много.
И нужно было вот за 3 дня, 1, 2, 3 марта он проходил, и за 3 дня жюри должны были уложиться. То есть старшие группы, они вообще вот в 2 тура проходили, у них конкурсные прослушивания. И когда вот наш ансамбль именно выступал, в это время дамбристы, старшая группа в другом зале выступали. И получается, что девочки вместе с ними разыгрывались в одном кабинете, и когда они услышали, как играют старшие ребята, может быть, они подумали, что они с ними будут соревноваться. И поэтому все равно волнение, конечно, было. Ну, чужой зал, другой город, да? А сколько произведений исполняли? Исполняли 2 разнохарактерных произведения. Да, вот «Элегию» исполняли и «Шутка-сувенир» Игоря Фролова. Такая вот. Девочки, а вот почему вы выбрали домру? Чем вот вас привлекает этот инструмент? Звуком. Звуком, да? Красивый звук. Красивый звук. А трудно на нем играть вообще, учиться? Нет, да? Нет. Не трудно? Нет. Ага. Ну, это сейчас, наверное, не трудно. А в начале как было? В 1 классе как было? Тоже не трудно. Нажимать не трудно? Ага. Пальцы не болят. Немножко. Ага. А настраивать инструмент кто вам настраивает сами? Екатерина Сергеевна. Мгм. Да, настраивать это, конечно, да, сложно. Ага. Ну вот режиссер говорит, что видео готово. Давайте сейчас посмотрим видео выступлений девочек. Какие там у нас номера? Так, ага, значит, там русская народная песня «Куманёк» называется. Мгм. Ага. Ну и сейчас второй, да, сразу номер? Мгм. Да, 2 номер это исполнит Винокурова Саяна. Она у нас ездила на конкурс в качестве солиста еще. Значит, девочки выступали в 2 номинациях, получается, в номинации ансамбль, вот трио «Забавушка», и Винокурова Саяна в качестве солиста в номинации соло. Вот видео будет продемонстрировано из республиканского конкурса имени Марка Николаевича Жиркова «Эрегей Талан». Мгм. Слушаем. Нет, пусть ребенок играет.
Все. Великолепно. Это вот для маленького ребенка вообще удивительно слушать. Сложное такое Да, произведение. очень сложно. Это Да. концерт Вивальди, она играет, исполняет. Да. Мгм. Если рассказать о конкурсе, то вот что нас больше всего привлекло, так это председатель жюри этого конкурса был очень известный советский и российский исполнитель на домре и мандолине, народный артист Российской Федерации, профессор РАМ имени Гнесиных Круглов Вячеслав Павлович. Это очень известный домрист, у которого есть своя школа игры на домре. И вот в ансамблях был другой председатель. Это Мастыканов Александр Валентинович, ректор Астраханской консерватории. Вот, очень такое компетентное, серьезное жюри. А вот скажите, на народных инструментах вот сколько лет обучается? Вот на домре сколько лет обучаются? На домре обучаются 5 лет. 5 лет, да? И 8 лет. У нас есть вот 2 разных года обучения. Например, если ребенок поступает в 9 лет, тогда он обучается 5 лет. Если в 7-8, то 8 лет обучается. А и потом они дальше могут продолжать, да? Или это уже готовые специалисты? Нет, они дальше продолжают. Конечно, если закончишь детскую школу искусств, то поступаешь в музыкальный колледж, дальше в консерваторию уже. Да? После Уже и музыкального тоже по колледжа. классу домры тоже? Тоже по классу По классу да. домры, да? Такой сложный инструмент? Да, нужно обучаться очень долго, конечно, на этом инструменте, потому что очень такая сложная довольно технология, и довольно сложно обучаться на этом инструменте. Потому что струны очень тугие, конечно, девочки говорят, очень легко, но им сейчас легко. А раньше, когда вот они только-только начинали, они со слезами на глазах, конечно, пальцы были красные, мозоли там появляются. И сколько часов вам приходится дома заниматься? По 2. По 2 часа, да? Каждый день, да? Да. Мгм. По 2 часа. А вот сложно вам сочетать учебу в обычной общеобразовательной школе и в музыкальной школе? Нет. Не сложно, да? Легко? Да. А вот бывает, что хочется с подружками поиграть, побегать, поболтать, пообщаться, а нужно идти в музыкальную школу. Такое бывает? Да. Бывает, да. И сразу таки печальный. Ну, давайте папе предоставим слово. Папе Саманы. Саяны. Ага. А, у нас, оказывается, времени совсем немножко осталось. Ну, скажите несколько слов. Ну, мы очень рады, что наши дети участвовали в таком престижном конкурсе и хотели поблагодарить нашего руководителя и детскую школу искусств номер 2 во главе Сергея Иннокентьевича Лебедева. Сейчас мы уходим на рекламу, а после рекламы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программу «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно на радио и телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова, Михаил Эверстов, у микрофона Любовь Петрова. Сегодня у нас в гостях трио «Забавушка» детской школы искусств номер 2 города Якутска. Они лауреаты 8-го всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах «Жемчужина Кубани» в городе Краснодаре. Ну, у нас папа тут присутствует, Саманы. Вот расскажите, трудно вам в семье вот это? Кто принял решение отдать ребенка в музыкальную школу? Ну, у нас совместное решение с женой было отдать в музыкальную школу, чтобы получила музыкальную грамоту. И сначала мы, конкурс проводился, узнали и подали документы на гитару. Потом, на гитару всех. Да, потом позвонили и сказали, что конкурс не прошла, и есть
ну, класс Домры. И посоветовали поступить туда. Потом мы подумали и решили, почему бы и нет. Да. Ну, до этого, как Домру, мы только слышали и Особо не знали. да. И мы сами, как родители, без музыкального образования и ну, никаким образом к музыке как бы не касались до этого. А потом отдали. А ребенок сам как отреагировал, что вы в музыкальную школу ее хотите отдать? Не плакала, не сопротивлялась? Нет, она как бы сама хотела тоже. Да? Я когда узнала, что меня в музыкальную школу приняли, я потихоньку плакала. Ну, у нас такого не было. Не было такого. Дети с охотой. Пошли. Ну и вот это вот ребенка приходится возить, да? Да, обязательно возим. Но иной раз сама может доехать. Но в последнее время возим. Ну вот как-то вот это помогает развитию ребенка, учеба в Конечно, музыкальной очень школе? помогает. Тем более, ну, не то, что тем более, а вообще более усидчивая, более организованная, да. И, ну, как бы развитие личности тоже идет большое. Ну, музыкальное образование, оно способствует развитию личности, способствует этому. Мозга, да. Дети лучше, говорят, начинают учиться, когда у них... Да, согласен. Да. Я всегда говорю, что вот именно вот речь ваша, да, связана с чем? С игрой. С игрой вашей. С игрой, да, и очень пальцы тоже. Да, это на нейронном уровне. На нейронном Да, уровне. да. Ну, вы еще и хотели там рассказать о приметах, да, каких-то. Да, вот обязательно, конечно, присутствуют приметы перед конкурсом. Мой муж он у меня оперный певец, Николай Попов, и он всегда вот рассказывал, что известный оперный певец Лучано Паваротти всегда вот выходил на сцену с согнутым гвоздем. То есть у него была такая примета, что в кармане обязательно должен быть гвоздь. Талисман. Талисман. Ну да, талисман. И если он его найдет где-нибудь по дороге, да, на концерт, тогда это вот большая удача. И вот прямо перед выступлением мы с Татьяной Николаевной гуляли по Краснодару. И в самом центре Краснодара мы нашли шурупчик. Ну, тоже гвоздь. И я говорю: ой, Татьяна Николаевна, это хорошая примета, значит, девочки хорошо выступят. Да, Паваротти вспомнили. Да, вспомнили Паваротти. И вот действительно это нам помогло. Девочки стали лауреатами. И вот как бы в 2 номинациях, это, мне кажется, в истории нашей школы, это просто большая вот очень победа. Большой успех. Да, большой успех. И я всегда говорила: девочки, вы представляете не только ваше отделение, не только вашу детскую школу искусств, но и республику, и город Якутск. Да, в таком конечно. большом масштабном конкурсе. Ну, девочки, что хотите рассказать? О чем Про хотите приметы у вас. рассказать? Что там Про ещё приметы было? у вас что? Памятник. Расскажите. 2 собаки влюбленные. В Да. Краснодаре это... Стояли 2 влюбленные собачки. Памятник. Памятник такой, да? Носы были Надо было почесать нос это. и лапки. Да. И лапки. И тогда. Ага. Погладить, да? Да. Да. И тогда сбиваются, да? И загадать желание. Да. И что вы загадали? Выиграть. Выиграть? Выиграть. Вот сработало. Да. Действительно, как бы выиграть, получается, что они выиграли конкурс, потому что в нашей номинации, да, 1 место никому не присудили. А нашим девочкам вот досталось лауреатство 2 степени. Дальше уже 3 степени и дипломанты были. Ну, вот такой большой успех, и ваш тоже это успех, да? Вот вы расскажите о себе. Ну вот я работаю в детской школе искусств номер 2 уже 20 лет в этом будет педагогической деятельности. Я начала работу, будучи студенткой Арктического государственного института. Сама я закончила детскую школу искусств в селе Намцы у Розалии Васильевны.
И мне, конечно же, запомнилось то, что у нас был детский народный оркестр, коллектив, руководитель Пестряков Николай Николаевич. И вот этот коллектив, он прямо был настолько вот ярким коллективом для меня, да, что это запомнилось на всю жизнь. У нас было очень много гастролей. Будучи вот такими же маленькими детьми, мы гастролировали по улусам разным. Мы съездили в Швейцарию, да, это в 93-м году. И поэтому вот я всегда мечтала создать какой-нибудь коллектив. Но оркестр создать это очень сложно, потому что это очень много детей, это нужно вот постоянно жить в школе. А вот про ансамбль я всегда мечтала. Но ансамбль у меня всегда был, да. Но как бы эти ансамбли, они приходили, уходили. Ну вот чтобы вот год сохранялся один ансамбль, вот это за бабушки, получается. И перед тем, как вот сформировался ансамбль, я, конечно же, поговорила с родителями, сделала, ну, такое вот родительское собрание. У нас есть группа своя в WhatsApp. И сразу сказала, вы не должны пропускать, вы не должны опаздывать. Если вы соглашаетесь, у нас будет много концертов, много конкурсов. Если вы соглашаетесь, тогда вот будем создавать наш ансамбль. Ну, потому что это же сверх же, да, учебного процесса. Конечно, это сверх. Это сверх учебного процесса, а иначе результатов не будет. Это вот каждодневные только занятия. И вы каждый день занимаетесь? Ну, перед конкурсами мы каждый день занимаемся. И родители приводят и вечером поздно, и утром рано. То есть это получается, как скажет Екатерина Сергеевна, сразу бегут заниматься. Дети, конечно, устают, я знаю, но им очень нравится. Они даже иногда говорят, мы не хотим расставаться, мы хотим остаться здесь. Не говорите, что мы закончили. А вообще, проблемы с подбором репертуара вообще существует такая проблема у вас? Конечно, есть такая проблема. Обязательно нужно подбирать репертуар по характеру девочек. Что они смогут сыграть, да? И также нужно, конечно же, какие-то программные пьесы все равно должны быть. Тоже 8 марта, 23 февраля, 9 мая. И вот так. Но мы стараемся вот охватить как бы по репертуару разные совершенно. И эпоху разную, и как бы и зарубежку мы играем, и русские народные, и советские, и якутские. Да, неожиданно очень красиво звучит ансамбль вообще Домбристов, оказывается. Очень такой нежный такой звук, да? Да, жалко, что домбру не знают. Вот многие, да, все знают гитару, скрипку, фортепиано. И все, конечно же, на набор идут вот на фортепиано, большинство идут, на гитару большинство идут. На гитаре очень сложно играть. Там она шестиструнная, здесь они играют без концертмейстера. Но на домбре я тоже не скажу, что легко играть. Хоть те девочки говорят, что легко играть. Сложно. Вначале очень сложно. Нужно вот правильно сформировать игровой аппарат. Ну и после этого, конечно же, уже. Ну вот после игры на домбре, вот став взрослыми, они же смогут и на гитаре играть, да? Конечно, или это... смогут, конечно, смогут, да. Сейчас уже самостоятельно смогут да, уже сейчас освоить. очень много уроков на YouTube-канале, и спокойно можно учиться. Например, у меня дочка наша без музыкального образования. Она посещала хореографическое отделение, но как бы на инструменте она не играла. Ну и сейчас спокойно играет на гитаре, на укулеле, да, учится по Ютубу. По Ютубу? Да. И поет. Скоро Ютуб вообще заменит вообще все учебные заведения, да? Ну, не совсем, конечно. Это просто нужно иметь желание большое. Если есть желание, то обязательно все получится. Ну, может быть, в будущем все-таки будет у вас еще и оркестр, да? Оркестр у нас есть, там руководитель другой, Августина Николаевна Федорова. Да. И вот всех детей приглашаем. У нас будет набор в мае месяце. И будет довольно большой набор в народное отделение. На классы баяна, аккордеона, домры, гитары, балалайки. Вот, и поэтому на сайте нашей школы, детской школы искусств номер 2 города Якутска, будет объявление обязательно.
заходите. ВКонтакте тоже у нас есть страничка. Ну, вы являетесь вот заведующим народных инструментов, да? Да. Вот расскажите о вашем отделении. Ну вот на нашем отделении совершенно разнообразные инструменты. Например, у пианистов это фортепиано одно, да, а у нас есть домра, гитара, балалайка, баян, аккордеон. И вот по каждому инструменту обучают разные преподаватели. В нашем отделении обязательно есть предмет оркестр. Обязательно есть предмет общее фортепиано, сольфеджио у всех, вот, кто в музыкальной школе учится, музыкальная литература, хор, вот такие вот предметы обучают. Ну, получается, дети сколько раз посещают музыкальную школу в неделю? Ну, максимум 4 раза. 4 раза, да? Да. И в выходные тоже? Выходные, вот, если вы готовитесь к конкурсам, концертам, конечно же, посещают обязательно. Ну, в наше время было хор был по воскресеньям. Мы всегда ходили на хор. Да, потому что дети учатся же в разные смены, и их нужно собирать в один день. А единственный день — это воскресенье. У нас оркестр тоже так же проводится, потому что нужно проводить сводные репетиции. И оркестр чем интересен? Тем, что там очень много разнообразных инструментов. И дети вот учатся слушать друг друга, слушать другие инструменты, другие голоса. У них, например, другой голос, у другого инструмента другой голос. И развивается гармонический слух при этом. Ну, у нас еще есть время, девочки. Вот чем вам нравится игра на домбре? Тем, что легко играть, да? Какую музыку предпочитаете играть? Веселую, быструю. Веселую, быструю, энергичную, да? С аккордами. Задорную, да? Народную они любят играть. Народную любят Да, играть, скорее да? всего. Да. И можно вот поблагодарить наших мы очень благодарны нашему директору Сергею Иннокентьевичу Лебедеву за то, что вот он сразу поддержал нашу поездку, да, в столь дальние края, потому что мы летели сначала в Москву, потом оттуда ехали на поезде, так как прямого рейса сейчас нету, до Краснодара нет, да. нету. Аэропорт там не работает, и можно добраться до Краснодара только на поезде. Первый поезд у нас был 33 часа мы ехали туда из Москвы. Да. А обратно мы ехали 18 часов. Ну, обратно было полегче, да. А когда вот мы ехали, занимались, да? Прям в поезде, в купе. А, девочки, в первый раз поезд, да? Да. В поезде. И как вам понравилось? Да. Там спать хорошо, да, в поезде? И когда занимались, что? Расскажите про поезд. Ой. Ну, сама давай расскажи. К нам приходили и спрашивали, типа, куда вы едете, на конкурс или на концерт. И хвалили нас за то, что мы красиво играем. Репетировали когда, да? И пожелали удачи, да? Да. Когда узнали, что на конкурсе. Они были очень удивлены, да, попутчики наши, что девочки едут из Якутска, из Якутии. И, конечно же, все прямо там радовались, что они играют в поезде. Слушали. Что им не скучно ехать. Ну, у нас 3 минуты еще, да, вот в завершении пожелания от вас, Николай Николаевич, ваши пожелания, что вы пожелаете? Ну, я хотел бы пожелать здоровья нашим руководителям Екатерине Сергеевне, терпения и нашей Татьяне Николаевне. Я слышал, что она хочет на заслуженный отдых уйти, но нам не хочется, чтобы это произошло. И всех причастных тоже хотим поблагодарить, родителей Саманы, родителей Дианы. И, как говорил руководство, ну не только руководство детской школы искусств номер 2, но и всех преподавателей. А вот родителям что бы вы сказали? Ну, родителям, чтобы не боялись отдавать детей. Да, отдавайте смело своих детей в класс домры. Это очень хорошее направление. И ваши дети будут очень хорошо заниматься,
у очень хороших специалистов и получит достойное образование. Мгм. Девочки, что вы скажете? Ну, девочки стесняются. Ага. Я бы хотела еще сказать, что каждая девочка у нас является солистом. То есть они не только в ансамбле играют, они все являются лауреатами разных конкурсов. Республиканского конкурса «Новые имена Якутии» является лауреатом Диана у нас. Сама на конкурса «Народная мозаика», да, зонального. Саяна у нас тоже гран-при «Народная мозаика». И также республиканского конкурса «Эргой талант». И Диана тоже Мгм. Ну вот это статуэтка. Да. статуэтка Рёги Да. талант Да, тоже. да. И вот тут показаны вот эти все дипломы и грамоты лауреатов. Мгм. Ну и вы, 1 минута у нас осталась, Ага. ваши пожелания. Также я бы хотела поблагодарить Бутырину Екатерину Юрьевну, преподавателя Якутского музыкального колледжа, которая вот нам посодействовала, она нам помогала, консультировала нас. Мы к ней не раз ходили на консультации. Ага. И как раз вот ее сын живет и работает в городе Краснодар, и он нам предоставил студию. Нам не давали, значит, заниматься. Аудиторию нам не давали до конкурса. Конкурс начинался 1 числа, а мы приехали тут 27. Спасибо большое. Мгм. Ну, я благодарю вас за участие в нашем эфире. Желаю вам успехов и победы не только на всероссийских, но и на международных конкурсах. Спасибо большое. Мгм. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго.